вы аргументируете, вы всегда участвуете в неком толковании. ОПГшники, криминалы. Мы видим глазами человечества. Больше придерживаюсь стоицизма, как у депутата, большая загруженность. Урматухан, Тромесклотас, что-то не туда мы пошли, что-то. В чем твой рецепт? Ну, боже мой, вы занимаетесь другими вещами, я занимаюсь, общаюсь с людьми. Демократия — это большой миф. Чтобы достучаться до людей, ты должен заплатить. Это очень большие деньги. Для вас и для меня большие деньги. Ну, я должен превратиться в СМИ, да? Я превращаюсь в СМИ, я и есть уже СМИ. То есть это некие погрешности общественного бытия, которые мы должны принять как есть. У нас Кыргызстан маленькая страна, и все понимают, где у кого чего. Терпи, такова участь. Я думаю, так. И потеряют работу очень многие. Какие изменения в обществе вы хотели бы видеть в ближайшие годы? Деньги, прах, одежда тоже. Нам достанут всего дороже. Есть ли истина вообще? Да, сегодня вопрос истины вообще забыт. Никто об этом не говорит. Вы, наверное, заметили. Да, есть ли она вообще? Да. Слишком умный разговор. Я боюсь, что вот такой контент, он не заходит абсолютно. Так, всем привет, уважаемые подписчики канала Маяки Джим. Сегодня у нас в гостях очень интересный и необычный гость Дастан Талабаевич Бекешев. Да, приветствую. Здравствуйте. Дастан Талабаевич, спасибо, что уделили время. Я постараюсь быть интересным. Ну, я думаю, вы в любом случае будете интересны. Знаете, Дастан Талабаевич, вот вы один из немногих депутатов, кто вообще оперирует наукой. Не все, немного у нас таких. Я впервые о себе такой комплимент слышу, на самом деле. Ну, тем не менее, так и есть, да. И даже следующий вопрос в связи с этим, да, вот смотрите, вот очень многим политикам, если задать вопрос в известных политкоординатах, да, социализм, консерватизм, либерализм, и сказать, а где же вы себя видите? Тогда очень многие ответят вне рамках этого вопроса и скажут, слушай, я за все хорошее и против всего плохого. У нас это модно сегодня. Вот вы как ответили бы на этот вопрос? Где я там, социалист ли я, да? Вот именно в рамках известных нам всем политических координат. Не, больше мне, конечно, идеология близка социализма, а к либерализму я не так сильно хорошо прям отношусь. Я бы вообще так сказал, что сейчас идеологии, почему люди многие путаться стали. А раньше, в 20 веке, многие страны были поляризованы, и было четко ясно, где какая идеология, где какие партии левого, правого толка, да, либо центристы. Сейчас это все размыто. На самом деле, вы посмотрите, вот просто иной раз капиталисты, причем дикого масштаба, да, капитализма, они могут социалистического толка высказывания говорить, да, и наоборот. Вот, поэтому сейчас смешение вот этих всех идеологий, оно не дает нам такого цельного понимания уже, где ты. И я прекрасно понимаю тех, кто начинает путаться, а где же я? Ладно, если он по незнанию там начинает что-то болтать. Вот когда ты знаешь, и ты понимаешь, что сейчас мир все грани вот эти стер идеологического характера. То есть объективно грани размыты, поэтому... Объективно очень сильно размыты, потому что сейчас, ты понимаешь, не может быть одного рецепта к одной проблеме. Не может быть. Ты не можешь, как социалист, решать какие-то все экономические вопросы. Нет, ни в коем случае. Вы очень неплохо эксплуатируете словосочетание «я вижу». Это нормально. Это абсолютно... Я вижу правду, да? Да. Вот интересно, вот это ваш личный такой, что-то вроде маркетингового хода, или же вы же любите делать всякие отсылки, да? Либо же вы делаете отсылку на Загорский эксперимент? Нет, вот я вижу, это больше даже не отсылка к каким-то экспериментам, это просто связано со мной. А многие думают, что можно видеть только глазами. Это очень ошибочно. И порой иногда задают вот такие вопросы, допустим, может ли незрячий человек, вот даже такой вопрос задают, и друг другу незрячие философы даже такой вопрос задают. Может ли незрячий человек быть судьей? Вот, на ваш взгляд. Может ли? Он же не видит, да? Он не может увидеть некоторую доказательственную базу. Но здесь нужно шире думать, что зрение — это органы чувств. Но как ты анализируешь то, что ты чувствуешь, это уже другое. Это ты мозгом будешь уже анализировать.
в любом случае видит твой мозг. И я понимаю, что я не могу в буквальном смысле видеть визуально, но видеть, понимать тему, понимать вопрос, понимать предмет и контекст, я это смогу. Вот поэтому я, как бы говорю, я вижу правду. Просто еще в 21 году, почему я такой слоган взял, был очень большой запрос на правду. Тогда еще были ОПГшники, криминал, это все активно развивалось, тогда были Матроимовый клан, вот, очень много бардака было. На тот момент этот слоган он соответствовал запросу. Сейчас, конечно, уже он не будет соответствовать. Что ж, тогда позвольте я зачитаю, да, некий эксперимент, он так и называется, Загорский эксперимент. Мгм. Это место называется Сергея Посад, если не ошибаюсь. 60-е, 70-е годы советские ученые, Мещеряков, он психолог, с ним, значит, философ Ильенков, и они проводят эксперимент, берут 4 детей, из них один, например, Александр Суворов, он из города Фрунзе, там кто-то из них в 2 ослеп, а к 9 годам оглох, вот Про такие вот. Суворова я слышал. Да, Да. да, 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 Мгм. да. И вот язык тактильный, вот это все вот там было. И факт в том, что эти ребята в последующем освоили школьную программу, поступили в И университет. кто-то стал философом. Да, Значит, Суворов становится да. психологом, а вот Наталья Корнеева, она становится ученым. И когда они заканчивают учебу, при встрече с студентами, вот именно Наталья Корнеева скажет: «Мы видим глазами человечества». Мгм. То есть это, по сути, то же самое, что и вы говорите. Когда М, говорите «я вижу». да, для меня это неудивительно. Тут, речь идет не о визуальном, опять же, видении, а о представлении картины мира, понимании, из чего этот мир состоит вообще, да, что в нем наполнено, да, содержание этого мира. Я думаю, так, потому что, ну, понятно, речь идет не о визуальном каком-то восприятии. Стало быть, вы любите философию. Я читаю Способ философию, я, рационального познания, да? конечно, философию я люблю, но я вообще сам больше придерживаюсь стоицизма. Ну, если вот это считать философией, это больше, наверное, образ жизни, скорее всего, да. Мгм. Но философию я обязательно читаю, и причем порой современную, правда, порой она мне не так, вот эта современная философия, она не сильно нравится, но что поделаешь. В принципе, все было уже придумано во времена Платона и Аристотеля, а остальное уже это все ответвление и там нагромождение. Что ж, давайте тогда к следующему вопросу. Мгм. Уже вот конкретно ваша деятельность. Мгм. Вот какие изменения в законодательстве, по вашему мнению, необходимы для улучшения жизни людей с инвалидностью? Эти законы уже пишутся, и Ого. какие-то из них принимаются. Вот мы приняли закон о правах и гарантиях лиц с инвалидностью, но вы должны понимать, никакое правило, никакое правило в мире, оно не может создать, скажем, сделать так, чтобы человек стал жить хорошо. Когда это правило будет хорошо исполняться, вот тогда, конечно, не то что надежда, а уже можно сказать, что можно прийти к хорошей, благоприятной жизни. Мы, парламент, создаем эти правила. То, как исполняется, мы, конечно, обязаны контролировать, но, к сожалению, вот в части контроля парламент очень слабый. И слабый не потому, что депутаты дураки, нет, не поэтому, а потому что у нас потенциал парламентского контроля, он очень низкий. Слишком большая, вот у меня, допустим, как у депутата, большая загруженность, очень много текучки, много ситуативных реакций, да, много вот с сегодняшнего дня информации. Еще плюс идет борьба за повестку, информационную повестку. И в этой ситуации еще полноценно контролировать с 2 помощниками, как закон исполняется, это очень сложно. Очень сложно. Вот я просто был в Южной Корее, удивился, вы сейчас тоже будете удивляться, у депутата, вот я спрашиваю: «Сколько у вас помощников?» 11 помощников. Я говорю: «Нафига столько, да? Зачем?» 11 человек. Они говорят: «Как? Зачем?» Говорит, там 2 контролируют, условно, бюджет в этой части, да, там 3 занимаются, мне готовят аналитику, там еще кто-то, мой там, допустим, он контентщик, да, там, еще кто-то там еще что-то делает». То есть депутат в полной мере обеспечен аналитической информацией, он в полной мере обеспечен
возможностью контролировать, как исполняется закон, и в случае чего реагировать на неправильное исполнение. Но у нас же пока в условиях нынешней политической реальности, я думаю, что парламенту не позволят сильно заниматься контролем. Вот. Какие проблемы с инвалидностью остаются наиболее острыми сегодня? Наиболее острыми, ну, если считать лиц с инвалидностью, которые могут двигаться и используют свой мозг, это, скорее всего, вопрос получения образования, вопрос квалифицированного здравоохранения, из-за чего иногда люди остаются очень долгое время инвалидами, либо не могут выйти из этого состояния. Квалифицированная медицинская помощь, она просто ну, вот, желает лучшего. У нас ее во многих местах нет. И для взрослого населения это все-таки трудоустройство. Ну, а так, конечно, там есть вопросы реабилитации, как поддерживать свое здоровье. Действительно, это больной вопрос для многих тех, кто на колясках перемещается, у них постоянно там пролежни, еще какие-то вещи. Им приходится, допустим, когда куда-то в длительный путь они отправляются, там подгузники одевать. На самом деле эти вещи не говорятся, но, ну, так сильно публично не говорятся, но они есть, и вот такие проблемы государство еще пока не берется решать. А вот расскажите о ваших планах по развитию инклюзивной среды в Кыргызстане. Я для себя, Есть ли? Мгм. да, поставил задачу в первую очередь, вот у нас были квоты для трудоустройства лиц с инвалидностью, и я сперва взялся за то, чтобы наказывать тех, кто не исполняет эти квоты. Но в парламенте очень много предпринимателей, они отклонили этот законопроект, и я пошел по другому пути, по пути стимулирования. Мы сейчас Льготы льготы сделали налогу. по Мгм. подоходному налогу. Мгм. Вот, это удалось сделать. А теперь моя задача вовлечь лиц с инвалидностью вообще, чтобы они получали высшее образование. Получающих высшее образование очень мало. Мы ежегодно с помощью вот корейского фонда Силуам стимулируем, даем стипендии по $300 успешным студентам. И вот буквально даже мы вот недавно отправили всем университетам запрос. Я уверен, что очень мало они дадут ну, кандидатов на получение этой стипендии, потому что просто нет студентов, имеющих инвалидность. Вот моя задача пропагандировать получение высшего образования. Для человека с инвалидностью это вообще крайне необходимо. Потому что многие остаются дома, кто-то пытается жить на пособии, кто-то выходит на рынок и занимается попрошайничеством, кто-то паразитирует на родственниках, хотя может на самом деле использовать свою голову и зарабатывать даже. И тут надо понимать, что инвалид это человек, имеющий какие-то ограничения, но это не жалкий человек, он вполне способный, и надо его делать способным, и даже где-то заставлять, где-то поощрять. Вы сказали по поводу вашей нагрузки, да? Вот вопрос, вот как вы справляетесь с рабочими нагрузками, учитывая ваше здоровье? Вы сказали про нагрузки, Я про думаю, информационную нагрузку именно. вот у меня информационная нагрузка — это вообще колоссальная просто. Если я вам покажу "Инстаграм", сколько там сотни сообщений в день приходит, и я как один из доступных и открытых депутатов Мгм. стараюсь ответить от мала до велика, начиная маленького школьника, где-то кого-то утешить, кому-то совет дать, кому-то что-то порекомендовать, до решения каких-то задач. Действительно, порой даже выходят из таких проблем законопроекты, до просто общения в качестве психолога. Вот недавно я женщину с инвалидностью, вот с ней общался, у нее там депрессивная ситуация была. Вот, человек уже, ну, готов был на себя руки наложить, ну, вот как-то так, да, и я просто даже не как депутат, я просто как человек не мог пройти мимо, и вот полчаса пришлось разговаривать. Ну, через WhatsApp очень много сообщений приходит. Ну, плюс и при этом надо читать законопроекты. Если вы замечаете, я, в принципе, ко многим законопроектам даю предложения, по многим законопроектам имею свое мнение, где-то высказываюсь, еще записываю свой там телеграм-канал, WhatsApp-канал, веду соцсети. Все это надо Да. делать, надо как бы это работа, иначе никто не узнает, что ты делаешь, да? Мгм, Вот. мгм. Поэтому, ну, колоссальный просто объем информации, и порой я домой прихожу, у меня так сидишь, думаешь: "Так, что-то я не сделал, а что я не сделал?" И начинаешь вспоминать.
и не можешь вспомнить. И вот, это нужна вот в таких случаях перезагрузка. У меня, слава богу, дети маленькие, они мне дают возможность перезагружаться, да. Вот. То есть, мнение обывателя, да, вот простого Мгм. человека. Вот мы смотрим на депутатов и говорим: "Слушайте, вы же не обременены, нашими проблемами, да? То есть вы сидите, Мгм. получаете некую зарплату, у вас столько времени заниматься этим вопросом, этими проблемами. Пожалуйста, сидите и занимайтесь". Вот так вот, относится вот обычный обыватель, да? Это неправильный подход. Так. Почему? Потому что это было бы наоборот, если бы, как думает обыватель, если было бы так, это было бы даже классно, честно вам скажу, если бы он просто сидел бы и зарплату получал. Не секрет, что многие депутаты занимаются бизнесом, поэтому для них это заработная плата. Но, конечно, сейчас зарплата хорошая, в принципе, по кыргызстанским меркам. Но, она их там не так сильно прям стимулирует. Их, стимулирует другое в депутатстве, что ты можешь зайти от президента, заканчивая там, начальника управления в министерстве, да, и решить какой-то вопрос. Там хоть привлечь инвестора, если ты занимаешься бизнесом. Поэтому тут у процентов 70, скажем, я думаю, привлекает больше не, депутатская работа даже, а то, что ты можешь хоть как-то на какие-то процессы влиять, и у тебя открыты двери. Вот, собственно, поэтому же бизнес и рвется в парламент. Вот. А для меня бизнес — это вот с утра до ночи я вот, в 5 утра, в 5:30 встаю, там, условно говоря, я знаю, что вот какой-то вопрос я не шарю, да, я не понимаю, допустим, мне вчера сказали какой-то медицинский термин, но я не врач, я юрист. Но мне надо понять, почему люди говорят про эту болезнь. Я беру там, хорошо, раньше я сам гуглил, сидел, листал, это так много времени занимало. Сейчас Мгм. хорошо, заходишь в Gemini или ChatGPT или Grok, там исследование делаешь ему, там вот, промпт, главное, правильно составить. Слава богу, у меня есть навыки программирования, и это позволяет мне правильно промпты составлять, алгоритмы эти, инструкции прописывать. Вот, и все, и он мне дает такую раскладку классную, вот, понимаешь уже, что к чему. Ну вот. Или если, допустим, эта сфера интересна, ты думаешь, какую бы книгу в этой сфере почитать. Щас, книги, к сожалению, все меньше и меньше стал читать из-за вот этого, искусственного интеллекта, из-за того, что ты можешь быстрее, информацию это скомпилировать. Выжимку получнее. Да, да-да-да. Но нужно понимать, что эту выжимку надо еще перепроверить, да, потому что там тоже раз на раз не приходится. Вот. То есть у нас такая ситуация, что вот вы как депутат и все граждане прекрасно понимают, да, что в парламенте, ну, как вы сказали, 70-80%, да, Мгм. наверное, именно так и есть, что это, по сути, люди, которые пришли туда лоббировать свой бизнес, приводить в порядок свои Я не думаю даже экономические интересы. не, я не думаю, что прям лоббировать прям свой бизнес. Ага. Сейчас прям, такое уже, не, бывает, но прям вот в открытую нет. Я скажу так, это косвенный профит к твоему бизнесу. То есть, допустим, это не значит, что ты будешь из бюджета там тендеры какие-то вытаскивать. Нет. Это значит, что, допустим, ты Инструмент. да, инструмент. Ты не можешь получить лицензию, допустим, у тебя там ты открываешь, вторую компанию где-то, да, там, строительную, и что-то там у тебя не клеится. Ну, зашел к министру, сказал: "Слушай, брат, ну вот надо вот здесь подсобить". Я обязательно это, по крайней мере, он не нарушит закон, но он даст, возможность, там где-то отсрочить или, наоборот, скорость включить. Потому что обычный гражданин придет в это министерство, он будет 40 дней ждать, да, а он там за 4 дня решит этот вопрос. Понимаете? Ну, Вот разница. Это да, но косвенный доход, это... не доход даже, а косвенный, какой-то профит, я не знаю. Нет, ну а первопричина все-таки хозяйственные дела свои. Ну, скорее всего, да, да. То есть это совсем не И и соответствует тому, кто такой депутат. и я думаю, что так вот мы рисуем себе идеалы в голове. Я уже эти идеалы разрушил. Я тоже думаю, ну, черт побери, в Конституции же написано же вот так, да, так должно быть. Я бывал в разных странах и встречался с разными парламентариями, и тенденция такая же практически во всем мире. Мгм. Парламентарии в большей степени из сферы бизнеса. Почему так? Потому что выборы это все-таки такая часть, куда нужно тратить деньги. И если ты у нас в Кыргызстане не можешь, условно говоря, ну вот 300 тысяч долларов выкинуть на выборы, и так, чтобы тебе это больно не было, то, соответственно, ты не пойдешь или пойдешь просто так, пролетишь. Либо у тебя должна быть какая-то, ну, не знаю, ты должен тогда депутатством заниматься, вот как я, да, с утра до ночи. Они же у меня спрашивают: "В чем твой рецепт?" Ну, боже мой, вы
занимайтесь другими вещами. Я занимаюсь, вот, общаюсь с людьми, встречаюсь с людьми, хожу к ним чуть ли не домой, чай с ними пью. Они мне спокойно звонят на телефон, я им звоню спокойно на телефон. Вот рецепт. Достан Албаевич, ну тогда вообще вопрос напрашивается, да? Да. Вот тогда мы как бы сами уже к этому пришли, да? Получается, вы прекрасно признаете, что вот эта вот демократия — это большой миф. Вы Я же думаю, сказали про что барьер финансовый. да, 300 тысяч долларов сказали. да. Не, ну Это это очень большой большие порог. деньги, да? Вот, Это очень большие это деньги. для вас и для меня большие деньги. Для Ну, вас и для меня. конечно. А для кого-то, ну, сегодня машину не куплю. Вот, для кого-то это так, понимаете? Сегодня машину не куплю. Да, но вот и вопрос. Жалко, конечно, потерять их, но если вдруг они оправдают, тоже неплохо. Вот, демократия нет, Но ответ, демократия — это не ага. миф. Демократия — это не миф. Демократия — это Что для пока вас демократия? это возможность, для граждан, а, влиять на государственное управление, возможность влиять на общественные процессы. И когда, мнение, граждан, большинства, Мгм. давайте так, большинства, будет слышно. Вот это и есть демократия. Ну, Вот. вы только что сами сказали, что 70-80% у них во Это главе не угла противоречит. стоит. Это не противоречит. Я объясню. Это не противоречит, Нет, по-вашему? нет, нет, нет. Объясню почему. 300 тысяч долларов куда они уходят? Они же не так же там просто ушел, там кому-то раздал, да? Ага. Попробуйте снять на предвыборной кампании там рекламный ролик. Он очень дорого вам обойдется. А распространить его еще дороже. Цены просто космос. Мгм. Вот. Поэтому деньги, по сути, туда уходят. То есть, по сути, чтобы сказать народу, что я здесь есть, выберите меня, чтобы достучаться до людей, ты должен заплатить. И заплатить не только ТВ, радио, классическим средствам массовой информации, а даже социальные сети с тебя начинают Конечно, требовать деньги. блогеры, пожалуйста. Ой, блогеры — это самые первые, они сразу как тут. Слушай, там, у меня ставка там 10 Ага. тысяч баксов, я тебе сейчас устрою там сценарий, разрисую, порисую, там сделаю, так сделаем, станцуем, споем, спляшем, и все ништяк будет. Вот, как бы у Но это них ведь не меняет дело. это не меня дело, но, слушайте, это и как раз ты так и можешь достучаться до аудитории. А, а как? Как иначе сделать так, чтобы люди о тебе услышали, чтобы они тебя как-то Нет, выбрали? то, что в современном обществе, в современном мире, Мгм, чтобы тебя услышали, узнали, мгм. понятно, что нужно идти через какие-то медиа-алгоритмы. Да, Это неизбежно. Вот вы ведете свои соцсети и так далее. Это конечно. абсолютно Я нормально. должен превратиться в СМИ, Да, да? Я да, превращаюсь в СМИ, я и есть уже СМИ. да, да. То есть это абсолютно как бы нормально. Я лишь говорю о том, что вот есть у нас население, Мгм, вот есть у нас депутаты. мгм. Население должно быть услышано, ее Да, чаяния должны быть каким-то образом перенесены, отражены в парламенте. да. Но в парламент приходят 70-80%, мы выяснили, да? Ну, Приходят люди, которые могут преодолеть некий порог финансовый, вы имеете в виду. финансовый. Да. 300 тысяч мы сказали. Ну, это Условно. я просто Условно. на сегодняшний, да, Да-да, день это, так. конечно, Да, условность, да. да. Ну, так и вот и получается у нас ответ Мгм. В чем? в том, что нету никакой демократии ведь. Ведь демократия для тех, у кого есть деньги. Верно ли так Вы утверждать? говорите сейчас, про тех, кто избирается, а я, Да, 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 да. демократию говорю про тех, кто избирает. Про тех, кто избирает. Для них-то эта демократия есть, А, потому что ему, в принципе, выбор этот предоставляется. Ну, представьте, вот, а, вот, допустим, ему дают список, лист фамилий, там, Махтабек, там, Эркинович, там, ну, тогда вопрос к вам Бартабасов, да, сразу. там. Кто это вообще, да? Кто это такой вообще Махтабек Эркинович, да? Ты задашься вопросом. Чтобы этому Махтабеку Эркиновичу о себе заявить, ему приходится платить за это. Вот. Но А вы же что сами сделаешь? признаете, что против всех самая распространенная, Почему? самая популярная Нет, я не говорю галочка. этого. Я не говорю этого. Вы в своем интервью как-то говорили об этом, что вот Нет, я эта не говорю галочка этого. против всех. Я не мог такое говорить. Это было, дважды только вот, чуть ли в Сокулукском районе не произошло. Вот в Свердловском районе это было дважды, да? А где это еще у нас было? Еще в каком-то районе там у нас получилось там, против всех. Ну, хорошо. Ну вот. Допустим, Дыйкан, э, где-нибудь Нокетский район, да? Да, фермер. Фермер, Ага. скажем.
А вот у него есть выбор голосовать за этого и этого. И все они бизнесмены, все они коммерсанты. Мгм. Он не хочет за них голосовать. Ну, вынужден. Другого просто выбора у него нет. Я так считаю. Его голос услышан? Я думаю, что нет, впоследствии, это не значит, что человек, пришедший за 300 тысяч долларов условных, это не значит, что он не будет слушать людей. Ведь есть на самом деле те бизнесмены или те люди, которые выстраивают эту платформу, когда он слышит своих избирателей. Есть такие депутаты. Вы не думаете, что все прям вот там такие вот... они тоже Нет, впоследствии... мы сейчас не Они... про нас говорим. Мы Да. сейчас в общем, да, Мгм. решили Мгм. вот эту модельку, которую вы Да, описали, да, да. обсудить. Его голос может быть услышан, но это уже зависит от человека, который избрался, и построил ли он эту обратную связь. Это не только у нас. Человеческий фактор, он существует везде, во всем мире. В Конгресс США тоже проходят такие люди, которые потом теряют связь со своими избирателями. Их не найдешь нигде. Это Ну да, даже... это мировая практика, Конечно, это никто не миллион. Да, спорит. да, да. Вот, карточный домик, можете вон посмотреть, да, там фильм. А вы сказали, что вы ближе к социализму. Но по Что некоторым они говорили вопросам. в этих вопросах? Не помните, что Ленин писал про буржуазную демократию? Но Они критиковали. они критиковали буржуазную демократию, да. Их Вот, критика правомерна, как вы считаете? да, в некоторой части. Вы знаете, вообще вот к этим дискуссиям надо понимать так. Я стараюсь вообще шире сейчас уже эти вещи смотреть. Раньше я тоже был поляризован, скажем так, Мгм. от своей... Либо-либо. Да, от Мгм. своей юности и, наверное, малоопытности или малокомпетентности. Сейчас я понимаю, что вот это против или когда контраргумент — это всего лишь мнение. Ты должен учитывать и то, и другое. И нельзя говорить, что Ленин был прав. Он был в какой-то части прав, в какой-то части не прав. Вы сейчас скажете: "Да, ого, хорошую ты позицию выбрал, да, и так, и сяк". Но, на самом деле это так и есть. В контексте его дней, вот когда он жил, Мгм. реалии политические совершенно были Мгм. другие. Мы сейчас, берем наши политические реалии, пытаемся те, его высказывания, применить к сегодняшним дням. Это неверно. Это абсолютно неправильно. Контекст другой уже. Вот. Мгм. То есть в рамках современных реалий, учитывая наш сегодняшний контекст, а, Допустим, я считаю это несправедливо, но, справедливо-несправедливо, но что теперь сделаешь? Вот, мы, пришли сами к этому. Мы мгм. придумали ТВ, которое влияет на общественное мнение. Мы Мгм. придумали СМИ, потом соцсети, да, и это так или иначе повлияло на то, что ты должен, как-то здесь себя засветить. Засветить и быть ярким, а ярким быть — это ты должен кому-то заплатить или там какой-то хайп выдумать, как Да, это делают конечно. блогеры, да. То есть Мы мы сами, приняли правила человечество, игры. да, мы сами человечество это но Да-да, я не говорю, что да, мы должны что-то менять. Я да-да-да, просто хочу сказать, да, конечно, мы принимаем правила игры, и в рамках этих правил каждый будет действовать. возьмем Это Рим, нормально. возьмем Рим. Мгм. Откуда пошел, вообще выбор, да, был дан, и я не знаю, там был ли до Рима давалось ли право выбирать, но, по-моему, в Риме это более систематизировано было. Сколько я помню, римское право. Так вот, в Риме ведь, посмотрите, кто избирался в Сенат? Знатные люди. Мгм. Знатные люди. Я не говорю, что это хорошо, но мир не существует по законам справедливости. Вот именно вот таким вот, как мы оцениваем, вот справедливо, несправедливо. Да, там в Сенате тоже сидели умные, образованные, но недостаточно финансово способные. Вот. Такое тоже было. Но, и сейчас это есть. Так что, ну, что поделаешь. То есть это некие погрешности общественного бытия, которые мы должны принять как есть. Да, это несправедливо. Ну, что теперь? Богатый будет всегда вкуснее, там, что-то вкуснее кушать, его там сын будет где-то обустроен. Можно завидовать, ненавидеть его, ругать, там, Мгм. сволочью называть. Ну, это реалии, это просто надо принять. Вы его будете унижать всячески, он будет все равно жить в комфорте. И любой человек, забравшись на вершину вот этой финансовой пирамиды, он будет, собственно, вести себя так. Ну, есть, конечно, исключения.
А другой у нас есть. Какой-нибудь Марк Аврелий там или Ну, это исключение, конечно. это исключение. Нет, Всегда а есть у правило. нас, другая сторона. У нас есть другой парень голодный с, плохими исходными данными. Мгм. Ему мы должны сказать тоже следующее: "Терпи, такова участь". Я не думаю, что он должен терпеть. Я думаю, что он, Не, ну почему? Если мы говорим, что вот эта погрешность нет, общественного бытия — это нормально, то и это тому парню мы должны сказать, что это нормально. нет, он должен понять правила игры. Мгм, Это же как шахматы. мгм. И значит, наворачивать свои навыки. Значит, наворачивать свои навыки. И если он будет просто лежать и терпеть, он, с голоду умрет. Надо это понимать. Он должен тогда либо, свои физические данные накачивать, он должен тогда какие-то навыки свои прокачивать. Богатый — это значит, у него просто какие-то финансовые навыки хорошие, либо он кого-то обманул, кого-то там ограбил, либо сам заработает капитал. Но это тоже навык на самом деле. Вот сейчас мы это пусть это гнусный навык, ну, там, допустим, государство Навык, обмануть — навык. это тоже Конечно, навык, навык. да. Вот, вы можете это сделать? Я, допустим, не смог в свое время, мой папа не смог, допустим, в свое время там что-то приватизировать, и мы не входили там в топ-миллионеров или вообще в какой-то топ, да, там, семей. Это тоже навык. Конечно, Вот. конечно. Но, если ты хочешь жить, ты должен тогда другие навыки свои наворачивать. А что делать? Это не значит, что ты должен терпеть. Это значит, ты должен лежать и все палец сосать и, пожалуйста, требовать пособия там громко, как можно громче, да: "Дайте мне пособие побольше". И вот. Потому что я тоже живу. Хорошо. Ну, давайте вернемся к нашим вопросам. Как можно улучшить, доверие и взаимодействие власти и общества на сегодняшний день? Согласитесь, это ведь самое важное и необходимое, что любому обществу. Доверие власти и взаимодействие. Честность. Э, Чья честность? честность и власти, вот честность власти. Я думаю, если ты требуешь, чтобы люди что-то делали или тебе доверяли, ты должен тогда сам быть честным перед людьми. Это в первую очередь. А, да возьмем даже с элементарно в семье. Хотите заслужить доверие? Да, ты должен быть честным. Это тяжело, я знаю, очень тяжело. Это на самом То деле. есть я не могу курить, потом сыну говорить: "Сынок, не Не кури, кури, да, это не плохо". пей, да-да, а сам где-то пошел выпил, да? Или, вы говорите своей жене, что вы ее очень любите, но потом сходили налево. Вот, это же тоже у нас считается нормальным, да, к Да, сожалению? ну, Вот, но это нормально, да? нет, Вот. я имею в виду, эта аналогия Э, уместна с, уместно, политической жизнью? уместно, уместно. Здесь то же самое. Если ты, требуешь от людей жить по-честному, не заниматься коррупцией, там, вот, ты говоришь, если вы будете вот это вытворять, Мгм. ты точно самое не должен позволять себе и своим родственникам. Я думаю, так. У нас Кыргызстан маленькая страна, и все Мгм. понимают, где у кого чего, кто стал резко миллионером, кто обеднел. Все понимают. Не надо думать, Ну, что кто-то не знает, кто-то что то все, знают там, допустим, где ты, что ты. Даже, может быть, деталей не знают, но, по крайней мере, контекста увидят. мгм, мгм. Ну вот. Но если мы А тем более у обратимся к нас у истории. кыргызов, которые любят хвастаться своим богатством. Знаете, мы же не европейцы. Вот европейцы, они могут там, Мгм, миллионер там может там входить в старой потертой одежде, да, там. мгм. Он будет хвастаться знанием там, я не знаю, цитат Ленина, да, Монтескье там спокойно цитировать, но он не будет говорить, что у него есть миллион. А наш, кыргыз, Вы он верите, что обязательно покажет это. наша политическая элита может быть честной? Сегодня, Не сегодня, вообще. это сложно. История нам говорит об обратном. Пока этого не было. Я исхожу так. И, Пока этого не было. да, пока этого не было. Я не знаю, будет ли, но пока этого не было. А как вы видите развитие системы, социальной защиты? Развитие социальной защиты, особенно в эпоху, развития искусственного интеллекта, когда будет у многих неквалифицированных и квалифицированных, в том числе интеллектуально способных людей, будет отбираться всяческая работа, я думаю, что мы должны будем переходить на какую-то вот выдачу какого-то лимитированного дохода, который тебе будет позволять жить или выживать. Все остальное уже от тебя. Хочешь еще красивее жить, ты уже должен там супер умным быть или еще что-то делать, или хитрее быть. Вот. Что-то вроде социализма? Ну, примерно так. Ну вот, по крайней мере, многие страны европейские это обсуждают. Некоторые даже по этому поводу референдум проводят. Ну, они еще не пришли к этому, но проводят референдум там, вот вы же слышали тоже в Европе. А как вот, представьте, допустим, я
какой-нибудь программист. Мгм. Илон Маск завтра сделает такую оболочку вместо Windows, который будет сам за тебя программировать. Он может превращаться в любое приложение. Это спокойно может быть. Какая надобность тогда во мне? Если я могу сам сказать там искусственному интеллекту, там, который там стоит $250, я могу сказать: ты нарисуй мне вот эту программу, сделай так, такой функционал, кнопки вот такие, и он это сделает. Я теряю работу. Я теряю работу, видите? И потеряют работу очень многие. Да, поначалу учителям будет хорошо, они становятся помощниками, экспертами. В любом случае все меньше и меньше в их ресурсах будет нуждаться, как бы само государство. Поэтому я думаю, что придется переходить когда-то к этому. А что сделать? Больше. Хорошо, ну, с машинным производством, с интеллектуальными Мгм. товарами, да, продуктами, еще да, действительно, можно так. Ну, что нам делать с материальными благами, которые сегодня робот еще не производит? Сельхозпродукция та же. Ну, как не производит? Она может быть не... Конечно, доля машины есть, Да, само да, там. собой, но искусственный интеллект там еще не работает. Искусственный интеллект руками еще не работает. Вот. Сейчас трактор John Deere может сам вскопать, проездить, что хочешь там сделать, и не надо человека напрягать. Потом запускаешь дрон, который тебе все химикатами польет, включишь насос, который тебе все там как нужно, тебе закапает. Вот чем это не искусственный интеллект? Пожалуйста, земля используется, и тут же взял почву, замерил. А почему нет? Искусственный интеллект, он и сюда вмешивается. Еще как. И те, кто знает, уже здесь это некоторые вещи уже используют в сельском хозяйстве, и они на этом уже зарабатывают даже, Ой, отбирая работу у других людей. Вот, поэтому машина будет вмешиваться во все сферы нашей так, жизни. а как тогда мы проведем социальную защиту, если мы отбираем работу у людей? Но только какой-то лимитированный доход, раздавать его тем, кто не может зарабатывать, а что делать? Или тем, кто лишается на время работы. Ну, собственно, это сейчас делается, но это такой подход, когда ты должен 1000 процедур пройти, чтобы доказать, что ты безработный, да, или что ты имеешь инвалидность. Вот. Я думаю, что постепенно мы должны все это упрощать. М, Мгм. В целом, вот я за то, чтобы и людей с инвалидностью тоже, вот пока есть Интегрировать? возможность, интегрировать и трудоустраивать. Пока есть эта возможность, пока еще искусственный интеллект не настолько поумнел, я думаю, это нужно делать. Вам не кажется, что очень опасно рассматривать, например, на фермерство вот таким вот взглядом, да? Дроны, комбайны. Ну, а почему нет? Это уже используется. Нет, да, я согласен, это 1200 сомов используется. платишь за гектар, он тебе там польет и улетит, а что? И он там посидит у тебя, этот дронщик, там 3 часа и поуправлял пультом, понажимал, заработал деньги неплохие. Вот. А с точки зрения демографии, как это отразится, по-вашему, как думаете? Не, на демографию я думаю, что в принципе, Демография держится за счет диканов. э, Фермерство — это и есть оплот демографии. нет, а наоборот, Они наше будущее, наоборот же не искусственный интеллект города. нам позволит больше производить. Если мы будем все рассчитывать, это же, наоборот, позволит нам производить и больше еще. Правильно вовремя ухаживать за землей, да, там, вовремя там давать нужные вещества. Вот, и я думаю, что, наоборот, это только на пользу пойдет. Но, в демографическом плане, я, наоборот, считаю, что вот у нас, к сожалению, тенденция идет к сокращению, Конечно. населения. Причем это мировая тенденция идет. Да. Вот, за исключением, Мы не может быть, исключение. за исключением африканских стран. Вот. Так что, я думаю, в этой части нам нужно работать. В Вот, части проблем с демографией. да, то, что популяции нашей, увеличение А популяции. как вы думаете, что нужно делать? Государство должно реально в это вкладываться. Не просто словами, что мы там перешли на кембриджское образование там в школах и ничего не делать при этом. Нет, Это надо давать возможность женщинам самостоятельно зарабатывать, чтобы они могли оставить куда-то там ребенка на время, да, там. то есть опять как в А, советское время, а, садики, ясли ну, бесплатные. конечно. Конечно, если мы этого хотим. Мгм. Если этого не хотим, то, конечно, мы должны сказать, рынок диктует все, а рынок так продиктует, что То рожать а, невыгодно невыгодно. будет. Невыгодно, конечно, да. Секс только с презервативом, все.
Вот. Ну, а что сделаешь? Это вот Южная Корея, которая очень активно развивается, Япония, посмотрите, да, Мгм. уже это все видите То есть тоже. мы можем на них посмотреть и сделать выводы. Ну да, Пока еще не поздно. пока не поздно, да. А иначе Получается, потом нам придется звать, с ЮАР, людей или с Бангладеша и говорить: "Пожалуйста, вот, уже işte начинаем. перглечи бизге, пожалуйста". Уже начинаем. Ну да, вот, осваивать активно. Да. Дастан Далбаевич, ну, раз уж вы на такие интересные темы начали Мгм. говорить, то, в принципе, не надо быть ученым, я думаю, да, и любой человек прекрасно понимает. Этнос рождается в селе, в рамках села, ну, это фермерство, да, это люди, которые работают с землей. Да. Именно этот уклад позволяет матери быть матерью, рожать детей и т.п. и так далее. То есть все вот это вот наше вот фольклор, «Гүйесіне қанет қылу», «Құдайға шүгір», там, «Джерене» и т.п. и так далее. Это все именно держится там, именно в Аиле. Да? Мгм. Как только народ переезжает в город, он Урбанизацией занимается? перестает заниматься самовоспроизводством. Это нормальная тенденция по всему миру. А еще и А учесть, что потому что капитализм... дорого заниматься Да, 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 самовоспроизводством. да, Очень конечно, дорого. Либо ты конечно. будешь голодать, и твои Но дети вот будут об этом и речь, об этом и речь. А следовательно, мы, как аграрная страна, должны сохранить и защитить своих фермеров. Стопроцентно. Мгм, 100% согласен. мгм. И, я думаю, что вот, то, что одно время было модой отрицать там вот эту семейную жизнь, мы, наоборот, это должны пропагандировать. А то, что говорили: "Вот надо обязательно уехать из семьи, там, быть отдельным, там, а, Личное счастье. да, личное счастье". Я Но это по думаю, сей день мы пропагандируют. потихонечку. Да нет, вот сейчас посмотрите Америку, вот, там индивидуализм очень сильно развит, но сейчас в целях экономии на жизнь, дети переезжают к родителям. Вот тенденция такая пошла. Ну так это необходимость. Ну да, Недвижимость уже, дорогая. конечно. Вся недвижимость выкуплена старшим поколением. И нас это заставит жизнь, да, поэтому пока не Да, поздно, надо уже вот это пропагандировать и сказать: "Слушайте, давайте мы дальше, если хотите нормально жить, живите с семьей, вот, папа, мама, дед, бабушка, вот". Дастан Далбаевич. А то, что нужно воспитывать правильные духовные ценности, семейные, Мгм, это очень хорошо. мгм, Это никто не отрицает. Но если мы возьмем фермеров, да, наших, которые на юге, мгм. он не может конкурировать с сельхозпродукцией соседних стран. Просто он не может конкурировать. Почему? А потому что у них продукция дешевле, у них быстрее поспевает. Мгм, И если ихнюю продукцию и нашу поставить на единую платформу, мгм. наш декан всегда будет уступать. Всегда. Это как бы здесь и нету спорного вопроса, да? То есть можно учесть, как мы отнеслись к аграрному сектору, и как президент Каримов сохранил все это. Я не совсем согласен. Не совсем, Да. Почему? Потому что но мы это видим нет, отток граждан с сел. это сильное обобщение. Так, ага. А, почему? Потому что у них быстрее поспевает? Бахчевые. А бахчевые требуют очень большого полива. Щас будет очень большой и уже, водный дефицит, который вот многих нас уравняет, да. Центральная Азия вообще предвещает такие пустынные дела, да, тут. Ну ладно, не будем угрожать, но, а, Не, ну по это то, крайней что мере, будет через вот, 20-30 лет. смотрите, по крайней мере, что происходит. Бахчевые мы у них покупаем. А, почему у нас мясо подорожало? Потому что у нас скупает мясо тот же Узбекистан, да? Значит, у нас мясо дешевле? Почему у нас мясо дешевле? Потому что у нас, Разве же? продукция для мяса, корм для скотины, он, дешевле, чем там. Вот. Поэтому у нас и размножается скот. Поэтому в чем то да, мы уступаем, ну, где-то есть у нас и плюсы. То есть вы считаете, происходит эквивалентный обмен товарами? Конечно. Мгм. М. Хорошо. Так, ну следующий вопрос у меня будет такой. Вот какие изменения в обществе вы хотели бы видеть в ближайшие годы? Это учесть, я это учитывая что? То, что... Почему этот вопрос, вот ваш ответ будет важен, да? Потому что вы, ну, по крайней мере, это мое субъективное мнение,
Вы больше, наверное, один из немногих депутатов, который соответствует этой должности, да? Мгм. То есть вы оспариваете, вы аргументируете, вы всегда участвуете в неком толковании, вы какие-то предложения вносите, вы активно ведете свои соцсети. Вы, как сами сказали, вы действительно держите в курсе своих избирателей. Стараюсь, да. Да, и за этот труд вам спасибо. Спасибо большое. Да. Редко благодарят, но И тоже вот, приятно. и вот именно вот у такого вот, именно мнение такого человека и М. важно, да. Наверняка у вас есть моменты, что вот хотелось бы, чтобы наше общество в каком-то месте, в каком-то веке, да, в каком-то направлении изменилось, да. Мгм. Итак, вопрос: вот какие изменения в обществе вы хотели бы видеть в ближайшие годы? Я не буду сильно философствовать, Ну, да. но мне кажется, вот, у нас, в последнее время или даже не в последнее время, может, 30 лет происходит, я не знаю сколько, но мы, деградируем очень сильно. Мгм. И не только мы, кыргызстанцы, это, как бы всеобщая мировая тенденция такая идет. Спасибо социальным сетям, вот этим всем алгоритмам тоже. Я хотел бы, чтобы все таки общество было, вот не просто серой массой, да, а немножко думающим населением. Вот мне хотелось бы вот таких изменений, когда тебе есть с кем поговорить и о чем поговорить. Когда ты не споришь, о том, на каком языке говорить, и выбираешь любой язык для того, чтобы пообщаться и, подискутировать или доказать свою правоту или неправоту. Когда, ты не, не выпячиваешь какие-то там, условно говоря, там одежду, бренды, чтобы себя показать, а ты выпячиваешь больше ум. Это, конечно, сверхидеальное общество для меня в голове, но мне было бы комфортно так в 1000 раз, в миллионы раз. Почему? Потому что я, сам себя заставляю постоянно развиваться. И несмотря на то, что я в большом информационном потоке, который, честно говоря, наоборот, тоже заставляет тебя деградировать, и порой вот этот хайпинг, в котором ты иногда должен следовать в борьбе за информационную повестку, он тоже делает тебя немножко тупым. Но все-таки я нахожу время для того, чтобы чуть осознать, где мы, куда мы идем? Может быть, мои мысли тоже ошибочные. Я не говорю, что они стопроцентно там правильные, и мое мировоззрение хорошее. Нет. Но, по крайней мере, я там останавливаюсь и начинаю задумываться, вот, вообще, кто я, а что я вообще, зачем это я делаю, да, и где мы вообще как общество. Я хотел бы все-таки, чтобы наше население было думающим, не таким, который думает вот о ситуативном, да, там, пожалуйста, выступите вот на эту тему, вот сегодня у меня там арык не течет, там, еще что-то, да. Такие вопросы тоже нужны, потому что из мелочей складываются и потом большие проблемы, но все-таки хотелось бы, чтобы мы думали чуть глобальней. И вот тогда кыргызское общество сможет быть в повестке, в мировой повестке. Вот мы можем там говорить об Израиле все что угодно, но почему они остаются в мировой повестке, да? Вы посмотрите, не потому, что они там воюют совсем не там вокруг, да, там, Мгм. потому что у них более глобальный подход. Я не знаю, то ли у них образовательный контент такой хороший, но я сколько читал и сколько общался, и сколько знаю, у них даже позволительно солдату спорить с командиром. Конечно, командир, если сказал, он послушал и сказал: "Нет, делай", и он будет делать. Он будет это 100% делать. Но, по крайней мере, он сможет высказать свое мнение. Я считаю, что вот тогда мы будем быстрее развиваться, нежели когда мы будем думать, что одно только единственное мнение, оно правильное. Мы, так, может быть, сделаем какой-то маленький рывок, но все-таки этот рывок будет продолжаться недолго. Вот, поэтому я хотел бы, чтобы наше общество было таким образованным, сомневающимся, в каких-то вещах, чтобы оно могло приводить какие-то доводы другие и наворачивало свой потенциал. Мгм. Ну, у вас очень содержательный ответ получился и очень даже философский, да. Вы затронули темы догмы, темы истины, правильно? Мгм. Хм. О, вы критерии истины и т.п. и так далее. Мгм.
просто хотел подытожить, а что может быть глобальнее нашего общества? Ну, вот в рамках нашего государства, Мгм. да, я сейчас не беру культуру, вот, Мгм. религию и т.п. и Да. так далее. Вот чисто в рамках Конституции. Мгм. Что может быть глобальнее нашего общества, которое имеет форму в виде государства? Ничего. Это самая глобальная, самая высшая точка. Ну, Общество. общество, да. Правильно? Да-да-да, верно, верно. Ну Стало быть, общественный интерес должен быть первичен. да. Если каждый будет стремиться к общественному интересу и прикладывать свои частные интересы вокруг этого общественного, в рамках этого общественного, то как будто бы у нас что-то должно получиться. Да, ну Я это правильно вас понял? все правильно, да, но его надо побуждать к этому, не бить постоянно, да. Я понимаю, Рим все придумал, кнут и пряник, но Мгм. тут больше пряник, наверное, чтобы он вкладывался в общественный интерес. Если его бить, он больше будет, думать, как бы наоборот, в пользу себя больше сделать. То есть пропагандировать общественный интерес. Согласен, да. А не это ли значит, что надо пропагандировать социализм? Ну вот, к чему мы пришли? Я же поэтому сказал, в какой-то части я сторонник вот, этих вещей, но, конечно, каким-то вот ситуативным экономическим там вещам оно не Ну, тоже выборочно, да? Да, да-да-да. Мгм, мгм. Вот. Да, в одном из интервью вы сказали, маркетинг заставляет нас желать, но мы должны научиться не желать, а ценить, что имеем. Верно. Согласен абсолютно. Это Но в же тот же момент Мгм. согласитесь, что это противоречие Почему? рынку. То есть, если Рынку, вы... да, но не внутреннем состоянии человека. Рынку согласен, потому что это не Окей. будет двигать, экономику, меньше айфонов будет Да, производиться. да, Я окей. согласен, да. То есть, если мы выбираем рынок как справедливый механизм перераспределения материальных благ, да, Мгм. тогда мы принимаем и конкуренцию, и, значит, Да, маркетинг, и если мы т.п. и это так далее. принимаем, Это да, справедливо, да, да. хорошо. Но при этом вы говорите, что для личности Для мы можем не личности принимать. я считаю, что это, к этому совету мало кто прислушается, Так, ага, потому что мы люди, подробнее, да. мы все человеки, и я в том числе, Ага, раздающий советы. Вот. ага, Мы все равно, вот, допустим, вот, ну, смотрите, я пользуюсь нейросетями, да, мгм, я там читаю на "Ютубе", слушайте, вот, классная подписка вышла там, условно говоря, у Клод там, 4, да, там 4.1, да. мгм. Мне интересно стало, слушай, о чем интересно он ChatGPT? Это же тоже там маркетинг на самом деле, да, и я беру, подписываюсь, $20 плачу туда. Вот. То есть, это говорит о том, что и я подвержен. Мы от этого никуда, к сожалению, не убежим, но для Конечно, все мы. личности, желательно себя все таки придерживать, потому что тебя будет постоянно рынок стимулировать: "Купи, купи, купи". Только ты вправе это носить, То есть только это ты вопрос можешь личного это купить. контроля. Да-да-да-да-да, да-да. И это больше, Окей. философский подход, который можно применить, ну, там, к отдельным личностям. Мгм. Ну, это что-то вроде Глобально это сложно. стоицизма, да? Да-да, глобально это сложно, потому что человек, ценящий бренды, он никогда в жизни эту ерунду не послушает. Он скажет: "Слушай, все таки Прадо Мгм. это лучше, чем обычные очки". Тогда можно сказать следующее, да, Да. что способ производства в лице капитализма сегодня давлеет над личным духовным ростом. Можно ли так сказать? Правильно ли будет так сказать? По сути, да. Вы вроде бы об этом По сути, говорили. да. По По сути, сути, да, да? да, да, Все, да. Да, спасибо. да-да-да. Так, Слишком умный разговор. Я боюсь, что вот такой контент, он не заходит абсолютно. да, ну, возможно. Так, ну, тем не менее, надо же раскрыть вас, Мгм. всю вашу многогранность, во все ваше отношение к политике, к экономике, к Мгм. людям, к личности, к истине. Есть ли истина вообще? Да, сегодня вопрос истины вообще забыты. Никто Да. об этом не говорит. Вы, наверное, заметили? Да, есть ли она вообще? Вот да. Хорошо, вот такой тогда вопрос, более приземленный. У вас многочисленные почетные грамоты, да? И вот любой, например, зритель, обыватель может сказать: слушайте, ну да, вот есть грамота за вклад в парламентаризм, законотворчество, Вы да? знаете, где они лежат у меня?
А вот он Я хочет так и спросить, вот зритель так и хочет спросить, а вот зачем они и где они лежат? я за ними не бегал. Что толку от них, хочет он спросить. Я за ними не бегал. Они у Так. меня где-то в подвале лежат, надо их еще найти, постараться найти. Вот, я даже сходу их не найду. То есть они у меня не лежат на полке. У меня, в кабинете лежат разные там медальки какие-то там, отличник Мгм. чего-то там, отличник этого там. Я вообще, для меня, это малоценно. Почему? Потому что Наполеон очень грамотную вещь сказал такую, что за ордена и медали люди готовы голову сложить, да, то есть, даже умереть готовы, да, чтобы получить там орден там великого чего-то там, да. Вот, но для меня это, ну, медаль и медаль, ну, грамота, грамота. Я могу вам таких миллион дать. Вот. Но это не значит, что их надо отменять. Для некоторых это, все таки это внимание, это приятно. Я был бы учителем, Мгм. мне было бы приятно получить медаль, что я там лучший учитель. Было бы приятно, потому что я был бы обделен этим вниманием. И, может быть, я не имел бы вот этого содержания, которое сейчас у меня внутри. Дело в том, что, ну, действительно, это просто мой, такой подход. Ну, был бы учителем, я был бы совсем другим человеком. Был бы врачом, тоже другим человеком. Для меня бы имело бы значение, что среди коллектива Мгм. я получил грамоту, от, акима какого-нибудь, да, там, от я даже не знаю, от мэра, да, там. Ну, мне вот щас смешно просто, но для меня это было бы очень значимо. Вот. Я б, наверно, еще вот так вот на полку повесил, сказал бы: "Вот видите, дураки, вы не смогли, я смог, да, там. Давайте выпьем за это, да, Мгм. за грамоту мою, джуб коёвусту". Ну да. Вот. Так, ну, давайте тогда в 21 год вернемся. Вот, на выборах к вам, появились вопросы, да, о 17-летних агитаторов, о финансировании. Вот, прокомментируйте вот об этом всём. А что комментировать там? 17-летних агитаторов их не было, это доказал уже суд. Мгм. Вот. В суде мы выиграли в день, 28 ноября, когда шло голосование. Вот. Верховный суд поставил точку. Вот. Даже штрафа не было. Потому что я не могу нести ответственность, с кем мой агитатор идет. Что он там друга позвал, еще кого-то позвал, там с ним кто-то идет рядом. Что я должен бегать за каждым агитатором? Мы хорошо в этот раз записали эти пункты, что кандидат не может нести ответственность за третье лицо. Иначе это Мгм. подстава за подставой могли быть. Да, любой мог оказаться в этой Да, конечно, ситуации. конечно. Мгм. Мгм. Ребенку он скажет: иди вон там рядом, постой, сфотаем сейчас. Так, Вот а этот что тогда буклет было подержи. на видеозаписях? А что там было на видеозаписях? Ну, там какие-то ребята, это кто-то хотел опорочить вашу компанию? Вы знаете, кто? Это были замечательные правоохранительные органы, где я тоже побывал там на А, допросе даже. Вот. Они нас вырубили на 3 дня, и мы 3 дня не занимались агитацией, хотя разогнались во всю мощь и в полной мере. вот согласитесь, любое явление можно как и социальную инициативу, да, интерпретировать, ну и как пиар, как Мгм. популизм, да. Мгм. И вот, значит, библиотека номер 16, ноутбуки организовали, да, там компьютерные Мгм. курсы для пенсионеров и так Мгм. далее. И вот что с ней стало сейчас? Что Оно там как происходит? раз только вот щас и заработало вовсю, и мы, среди Мгм. председателей ТСЖ, домкомов распространили, люди записываются, ходят, обучаются. Почему? Потому что ну, так получилось, что вот еще с 5-го созыва мы пенсионерам разным там помощь оказываем и встречались с одинокими людьми, не с одинокими, которые с семьями живут, Мгм. но им нечем заняться дома. И таких много. Они просто сидят дома. И иногда выходят там, чтобы пообщаться с такими же ровесницами, ровесниками. Мгм. Поэтому это была идея, чтобы какой-то досуг для них. Я не думаю, что они от этого там супер станут умными, но это полезный досуг, который даст возможность разобраться в социальных сетях, что это такое, и действительно пользуются потом. Общаются между собой даже вот через уже соцсети, и это хорошо, это классно. То есть, это работает? Это работает. И Мгм. это Мгм. должно работать. Это должен не депутат делать, это должно государство делать, по идее. Вот. Мгм. У нас Хорошо. досуга нету для... Вот мы с вами постареем. Это сейчас мы востребованы там Мгм. немножко, да, там, Мгм. семьей, там, мы молодые, там, у нас друзья есть.
В А городах досуга нет. в городах где досуг? Вот ты выйдешь, Мгм. что там, скамейка сломана, потому что бомжи ломают, да, там, как говорят, да, там сейчас. Спортинвентаря нет, если есть, то где-то очень далеко. А что делать вот, в такой ситуации? Вот хотя бы такой досуг. Все знают, да, вы спорите, и аргументы даете, и достаточно убедительно ваши аргументы. Вот, ну вот при этом такое ощущение, что к вам как будто бы не особо прислушиваются. Вы к этому привыкли? Вы принимаете это как некую борьбу Дон Кихота? Нет, Либо же... нет, я такой ерундой не Расскажите, занимаюсь. расскажите. Я, во-первых, как депутат, Мгм. я понимаю, что решение принимается большинством. Мгм. Но я высказываю свое мнение. Нужно оно им — это уже другое. Но, кстати, вам зря кажется, что многие вещи, пропускают мимо ушей. Вам зря кажется. Это мне кажется, значит. Да, о легализации Все. праворульных авто я еще говорил в начале 2022 года. А платности тонировок, которым сейчас пользуется наш бюджет успешный, я еще говорил в 2013 году. Именные номера, вот которым сейчас тоже государство пользуется, Мгм. я это ввел тоже в 2012 году. Постановление мы парламента приняли. Это потом только уже правительство к этому перешло. Мгм. То есть, о том, чтобы перейти, вот отменить транспортный налог и платить только 1 сом за литр, это еще в 2016, нет, 14 году я инициировал. В 14 году, да. Вот. То есть, многие те идеи, которые я озвучу, они сегодня могут не пройти. Не с первого раза, Окей, но... я говорю: "Окей, хорошо, ну, не сегодня, так, мы завтра к этому придем. А что?" И все равно рано или поздно приходим. Может быть, я не хвастаюсь ни в коем случае, иногда эти вещи рано звучат. Вот я, с 2017 года говорю о том, чтобы давайте сделаем, так, что каждый человек может записывать на видео, телефон, там, видеорегистратор, и, если он зафиксирует нарушение правил дорожного движения, он может на этом заработать. Я думаю, мы придем к этому рано или поздно, потому что везде камеры не напихаешь, не насуешь. Мгм. Мы придем к этому. Может, не сегодня. Сегодня, может, мы не готовы, потому что ГАИ сопротивляется, как с тонировкой. Знаете, они как сопротивлялись? Ой. А потом, когда им президент обосновал Ага, правильность этого дела, ага. они сразу сказали: "Да, это хорошая вещь, оказывается". А сейчас, пожалуйста, 650 миллионов сомов капает в бюджет ежегодно. Классно. Мгм. Вот. Парламент распустят? М, Парламент распустится, распустится. Ага. Мгм. То есть, скорее всего, да? Ну, Уже есть решение? уже даже подписи готовы. Все, окей. Как-то говорили в своих интервью, да, о том, что президентская форма правления вроде как эффективнее, но тем не менее вы считаете, что у нас должен быть парламент. Без всяких личностей, я считаю, что, нам больше подходит парламент. Почему? Потому что, да, щас многие начнут: "Ну вот мы инфраструктурно так стали развиваться же вот при Мгм, мгм. суперпрезидентстве, там туда-сюда, там". Это и в другой плоскости возможно было, когда там сильный премьер-министр. Это в различных форматах это все может быть. Конечно, личность влияет на историю. Понятное дело, что не парламенты там на историю влияли, да, там вот, Сталин, кого мы помним, да, вот таких сразу, да. Личности меняет историю, это понятно. Но, Ли Куан Ю, чем он не личность? Он же был премьер-министр. Так он диктатор. Диктатор, премьер-министр, привел партию и не раз, и не два, и не три, и пришел через, голосование. Вот это, пожалуйста, через парламент они многие вопросы решали. Почему парламент? Потому что на многие вопросы, обсуждение многих вопросов снимается ограничение. И если ты сам что-то делаешь неправильно, об этом могут сказать. Когда, одна личность, всегда есть, большой риск, злоупотребления властью. Это в личных интересах, в интересах кого-либо. Всегда большой риск, ошибиться. На самом деле это так. Это вот как
в компаниях есть акционерное общество, которые там сидят, спорят, Мгм. думают, там, как акционеры, да, куда вложиться или не вложиться, да, там, купить нам, допустим, там, поезд или не купить. А в ОСО ты там сидишь, один директор, ты сразу решил куплю, и взял, пролетел, да, там. Такое тоже может же быть. Так и здесь вот, собственно. Ну, а по-вашему, Курултай, исконный Курултай от парламента чем отличается? Исконно, ну, раньше вообще парламента же не было у курзов. Ну, Был допустим, Курултай в же, Качеве правильно? Курултай был, да. Да, Курултай же был. Можно Просто сказать, мы что сейчас это перешли в наш такой аналог? 21 век. Мгм. Это в то время и был парламент, на самом Мгм. деле. Мгм. Вот. Так, а сегодня тогда к Курултаю как относитесь? Ну, сегодня Курултай — это больше, общественная площадка, где люди из разных, регионов, имеют возможность высказаться по различным, региональным вопросам, ну, иногда даже, глобальным вопросам, понимается там. Но я скажу так, если вы включите вот в среду YouTube, Мгм. включите заседание парламента, там, собственно, все то же самое. Там в Лелеке то-то, то-то произошло, в Наухате то-то, в Нарыне так-то, в Бишкеке то-то. То есть, все те же вопросы озвучивают депутаты на разном. И порой бывает дублированием. Ну, даже не порой, а зачастую. Мгм. Сегодня этого отношения же нету. Такого Как нету. быть? Мгм. Я думаю, это постепенно само Сформируется. сформируется, благодаря той политической реальности, которую мы имеем. Мгм. Вы вспомните, как, в Англии синий парламент формировался. Это же тоже поначалу были просто, ну, вот, назначенцы короля, условно говоря, да, там, любимчики короля, там, ладно, ты тут, там, будь, мы тебе дарим, ну, условно говоря, землю вот в твое владение, ты там присматривай за ними, да, там, Мгм. и не бузи. Я скажу идти на войну, пойдешь на войну. А потом же ведь, король начал себе позволять, говорит: «Слушай, у тебя жены красивые, чё-то мне не нравится, да, там. Да и ты вкуснее меня почему-то кушаешь, это непорядок. Мгм. Давай, у нас тут в казне пусто, ты должен еще больше дать». Вот. 1, 10, 20 раз, терпели, потом они начинают там полголова поднимать: «Слушайте, давайте соберем, что то ну, как-то непорядок же, надо с этим же делать». Мгм. Вот, и, постепенно вот так и парламент и формировался в защиту частной собственности, да, вот отсюда частная собственность, появилась. Я вообще скажу так, вот щас удивитесь, я хоть и говорю о защите частной собственности, потому что я как юрист обязан эти вещи говорить, это в Конституции у нас записано. Да, да, конечно. Но философски для кыргызов не подходит, оказывается, вот эта священность частной собственности. Мгм. Философски не подходит. Что подходит? Вот китайцы, русские, кыргызы, казахи, я обобщу, пусть не обижаются многие, да, но как бы нам подходит, когда вот общее. Вот. Вот мы же не зря говорим эльдыки. То есть социализм. Эльдыки, да. У китайцев же, посмотрите, они же тоже не любят индивидуалистов, да, это философия, понимаете, это Они еще философия, до нашей эры это этих индивидуалистов наказывали. это борьба Востока и Запада. Вот. Вы имеете в виду азиатский способ производства? Это даже не азиатский способ производства, это подход, это мышление. Когда тебе, когда ты считаешь, что это принадлежит всем. Мгм. Как это? Как ты можешь обладать, землей с целое село? Да ты что, с ума сошел, что ли? Это То есть наше Европа — вообще. это чисто эксплуататоры, Европа, а вот наши страны, мы все-таки за мы общее, мы забываем, все что родня. да, да-да-да. У нас, даже посмотрите, вот если почему нам не подходит, вот сейчас я вообще такую вещь скажу, да, там child free почему не подходит? У нас Мгм. подходят семейные ценности, да, какие-никакие там, которые сейчас уже, может, где-то оторваны от, реальности, там, Мгм. противоречат некоторым общенормальным, там, человеческим ценностям. Но какие-никакие. У нас вот, семейные ценности, они превалируют, да, М. а на Западе индивидуализм. Вот, это Мгм. мое. У него даже там, сын, дочь должен свою отдельную комнату иметь, да, там. Я со своим телом что хочу, то и творю, да, там. Дайте мне это мое право, да. Ну да. Отсюда право на эвтаназию. Почему у нас это не принимается, да? Отсюда там возможность эксплуатировать тело в качестве там проституции там в Германии, Мгм. да. У нас это не принимается. У нас говорят: «Болбойт». Вот, уят вот. То есть вы тоже, как и многие Нет, я сказал. политики, считаете, что если взять чисто институционально,
Мгм. капитализм, социализм и взять народ Кыргызстана чисто вот онтологически, ее культуру, ее быт, ее пройденный вот путь, Мгм. да, кочевья и т.п. и так далее. То есть вот это Курултай, способ производства, да, как она занималась производством и перераспределением материальных благ и так далее, то выходит, что нам больше подходит социализм. Вот, да. Мы опять к нему пришли, да? Ага, К окей. социализму, да? Но это ментальность, вот не то, что ментальность, это философия. Иногда нам говорят там, западники: "Нет, ребят, там, можно всех под одну мерку и изменить, поменять". Вот Ли Куан Ю понял, что это невозможно, и он все равно по азиатской модели он развивал свою страну. Дисциплина жесткая, Мгм. вот, когда все должны следовать, какому-то правилу, все там, да, там, вождь сказал, все пошли. Вот, ну, а что сделать? Нам это больше подходит. Но при этом это не значит, что вот здесь вот, кстати, вы сейчас скажете: "А где же парламентаризм?" Да? У нас это же было же, вот когда собирались на Курултай Курултай в же был. древности. Да, Мгм. да-да-да. Собирались и говорили, там: "Урмату-хан, Турамес-Кулатас, тут чё то не туда мы пошли, что то не той дорогой мы пошли, да, а сейчас попробуй скажи". Тут же тюрьма, 10 Ну, лет. тогда были другие, сегодня другие. Ну, это, наверное, отдельная Это очень тема. Да, глобальная да, тема. Это глобально, да. но вот эта тема, она вот на самом деле, она на всем отражается. Вот некоторые там. Оно должно получить место в нашем дискурсе Да, общественном на да, самом деле, но, к сожалению, этого не происходит. да. Что ж, ну, давайте перейдем уже последние вопросики. Я буду говорить фамилии, Мгм. 2 фамилии. Вы просто будете говорить, которую ваш выбор озвучивать, и все. Выбор между двумя людьми? Да, да, да. Вот именно между ними надо. Буквально 3 таких вопроса, да? Ага. Ну, итак, Айтматов или Алла Токунбаев? Ну, мне ближе Айтматов. Мгм. Сразу скажу, Окей. почему. И можно я объясню даже почему. К сожалению, ну, так получилось, что шрифтом Брайля было больше, и аудиозаписи было, айтматовских произведений. Вот. Для Мгм. меня. Акаев или Масалиев? Хм. М. Вы знаете, Надо быстро отвечать. это такой выбор. Нет, я даже А в не этом быстрее, я даже не могу сказать. Почему? Потому что благодаря Акаеву мы, вот, моя семья, и, я думаю, многие в Кыргызстане жили очень бедно. Масалиев, он, мало такого плохого сделал, поэтому Масалиев. Мгм. Вот. Окей. Ну, а если так пойдем, генерал Асанкулов или генерал Кулов? Кулова я знаю. Мгм. Вот, я опять же говорю, я не знаю, какие они на самом деле люди. Но я ориентируюсь уже из того, что я знаю. Ну, тут я уже, конечно, с Куловым мы Мгм. работали, я выберу Кулова. Почему? Потому что я его знаю. Мгм. Вот. Хорошо. Вот в какой период нашей истории вы хотели бы жить? Вот если возьмем историю кыргызов, да, Мгм. кочевье возьмем, там, позднее время, при царе, при коммунизме. Может быть, это будет 70-е, 80-е, там, во времена Усмалиева, Разахова, когда все строилось, все вот город превращается в мраморные здания. Либо же наоборот 90-е, либо же сейчас самое сладкое время, по-вашему? Нет, я все-таки предпочитаю это время. Ага. Да. Почему? Давайте Я скажем думаю, молодежи, почему? что мы сейчас Мгм. живем в разы, в миллионы раз лучше, чем прежде. Мгм. По крайней мере, это отбросим всякую политику, да, и это в экономическом плане Мгм. мы просто стали требовательными и больше требовать. Вот. Чем больше нам дают, чем больше мы и требовать начинаем. Сейчас мы в разы в медицинском плане, да, там, в сфере здравоохранения. При желании, если хочешь получать образование, у тебя есть все возможности получать в любой сфере. Там, хочешь стать программистом, пожалуйста, хочешь стать юристом, пожалуйста, врачом. У тебя миллион возможностей, да, и миллион курсов. Это информации просто море, поток. Вот, выбирай, у тебя есть выбор. Мне кажется, да, раньше, может быть, вот наши родители ностальгируют, но это больше красивые воспоминания, мне кажется. Вот. И сейчас и медицина качественнее, и еда вкуснее. Что бы там ни говорили, вот в Советском Союзе был там вот это Пломбир вкуснее да, был. пломбир вкуснее. Нет, ничего подобного. Я думаю, сейчас пломбиры вкуснее.
Вот. Поэтому я думаю, что это время лучше. Все. Спасибо за честный ответ. Ну, давайте теперь последний вопрос. М, Ответьте на него как хотите, как вам удобно. мгм. Хотите долго, хотите очень коротко. Возможно, этот вопрос не понравится. Если не понравится, можете просто его проигнорировать. Ну и тем не менее, последний вопрос. В чем смысл жизни, по-вашему? Очень просто. Мгм. Я же тоже неоднократно об этом думал, да, я же с Мгм. этим соизмеряюсь со своим смыслом жизни. Смысл не в накоплении, там, имущественных вещей каких-то, да, там. Это нужно. Я не отрицаю это. Нет, это нужно. Смысл жизни — собрать больше плюсов, в виде добрых дел, которые, возможно, зачтутся там где-то. Я все таки думаю, что, щас, набегут же, сейчас будут говорить. Я все таки думаю, что мы, когда умрем, мы хоть в какой-то там информационный поток, в какую-то энергию мы превратимся, и вот эти плюсы, они где-то будут тебе нужны. Потом, Материально останется. вот, не знаю, ну, мы перейдем из материального в какое-то другое состояние. Наша Мгм. материя, вот это наше тело, мы это сбросим, это костюм этот из косточек и мяса, он просто сгниет, и все, и он будет удобрением для земли, вот, для червей вкусно поесть, да, там, Мгм. вот. А мы же превратимся в какую-то энергию, и вот, твоему энергетическому состоянию вот эти плюсы, они пригодятся там. Я все таки верю в это, я верю, что есть Создатель. Мгм. Я, ладно, не буду сейчас на нервы действовать многому миллионному населению, но я, То у не нас при я демократия, нет, вы я не имеете право. приверженец, там канонических, догматических верований. Почему? Потому что там тоже очень много управления человеком и, вот. Но в Бога я верю, сразу скажу. Вы А, деист, я так э, полагаю. ну, по сути, так, да. Мгм. Но в Бога я верю, и, поэтому я думаю, что вот эти плюсы, они нужны. Вот смысл твоей жизни вот эти плюсы собрать, продолжить, оставить здесь, ДНК свою в виде там детей, которые продолжат дальше твою там ДНК. Это уже нужно не тебе, это нужно просто человечеству, чтобы оно существовало. Вот. Вот смысл в этом, а все остальное прах. Деньги прах, одежда тоже. Вот. Нам Дастан всего дороже. Всё, достану удачи. Спасибо Вот. большое Спасибо за вам. ваши ответы, Спасибо вам. Я откровенные, надеюсь, было интересно. развернутые. Да. Спасибо за честные и Спасибо большое. развернутые ответы. Спасибо огромное.